На мінулым тыдні Александр Лукашенко рэзка раскрытыкаваў канцэпцыю законапраекту супраць хатняга гвалту. Яго выказванні вызвалі шырокую дыскусію ў грамадстве. Еўрарадыё выйшла на вуліцы і запыталася ў менчукоў, як яны ставяцца да гвалту ў сям'і. Вось якія традыцыйныя каштоўнасці вы самі выкарыстоўваеце ў выхаванні дзяцей і ці дапушчальная ўвогуле фізічная сіла пры выхаванні? Вельмі рэдка я іх выкарыстоўваў. Маім дзецям уже па 40, але можа раз альбо два рэмня. У мяне не было такіх з'яў. Мои дзеці упарадкованы, и я считаю, что мои дети довольны. Здесь следует, вот, по моему мнению, различать насилие, жестокость и наказание. Когда маленького человечка, который, допустим, впал в истерику, просто необходимо немножко привести в чувство, обуздать. Дело в том, что я выросла на юге, там особые отношения между родителями и детьми, и родители никогда не применяли никакого наказания, никакого. Нет, насилия, конечно, нет. Какое насилие? Рукоприкладство? Боже упаси. Если только маленький подзатыльник, когда человеку лет 10-12, и это пацан, ну тогда может быть. Наверное, воспитывать с точки зрения того, чтобы ребенок вырос хорошего человека, словно говоря. Ну, то есть какие-то банальные базовые вещи, а там же сам будет решать. А коли дзіця б'ють, яно вырасце злым и так само жестким. У них где-то на подкорке остается, что с ним поступали очень плохо, он обозлен. И потом уже где-то это выливается в такие же поступки у этого ребенка. Конечно, мы за то, чтобы не было насилия в семье. Добротой, лаской и любовью. Як вы лічыце, а хто ўсё ж такі больш прыкладае руку ў выхаванні дзяцей, мужчыны ці жанчыны? Ну, женщины в этом смысле, конечно, считаются помягче, но все зависит от личности. В принципе, свойственно как мужчинам, так и женщинам. Прикладывать руку чаще именно женщины, в том смысле, что, шлепнуть где-то там ребенка по попе, то есть в таком смысле. А вот более, скажем так, серьезное физическое насилие, я думаю, что чаще у мужчин. Это трудно сказать. Бывают такие женщины, что не приведи Господь. Я думаю, что кто больше принимает участие в воспитании. В каждой избушке свои погремушки. А вось існуе такая прымаўка «б'ёт, значит любит». Ці так гэта і ці павінна так быць? Гэта ў адносінах да дарослых людзей. Я вам скажу честно, вот на свою супругу больше 40 годов прожил, ни разу руку не поднял. Не павінна. Не павінна. Любовь есть любовь. А коли ее нема, то ничем ее не заменишь. Вообще между людьми есть словесное общение. За пределы словесного объяснения, выяснения отношений человек, уважающий самого себя и уважающий другого человека, не имеет права выходить. Так быть не повинно, и я считаю, что это не так. Само понятие «бьет» и «любит», они, мне кажется, они идут вразрез друг с другом. Существует такое понятие в народе. Бьет, значит, любит. Не знаю, как сегодня, но раньше это было точно, наверное, так. Это то, что называется, исторически сложилось. Насилие, я не предпочитаю это насилие. Насилие, если мужчина против женщины поднимает руку, это уже не мужчина. Нет воспитания. От этого все идет. Вот я говорю, когда-то его били, они же все повторяют. И вот это от воспитания. Только так, я считаю.